Ильич, очень важные выборы для страны, для республики, естественно. Почему важно все-таки принимать участие и почему важно приходить и голосовать, делать свой выбор сегодня? Я, наверное, к тем словам, которые только что вы добавили, еще добавил выборы ответственны для каждого человека, для каждой семьи. С этого начинается. Когда мы говорим «большое море», всегда начинается с капельки, да? И поэтому, конечно, с точки зрения правительства Всемирного конгресса татар, от Калининграда до Камчатки в этом году мы практически проехали, встретились с татарским активом. И с удовольствием на наши мероприятия приходили активисты других автономий, диаспора, народов и обсуждали темы и 23-го года, ну понятно, 24-й год. Очень много было вопросов, предложений, но что бы мы ни делали, всегда возвращаемся к теме специальной военной операции, где наши ребята воюют и сражаются как львы. И в то же время каждое село, там районный центр подключился и помогает, каждый бизнесмен, и это единение. И в то же время очень много вопросов было о выборах президента Российской Федерации. И, конечно, каждый раз, когда выборы президента России проходят, мы говорим, что это ответственно, то-то, то-то. Но вот за весь период можно однозначно сказать, что это самые ответственные выборы для России, для каждого человека. Потому что практически сейчас мир раскололся, и здорово то, что Россия очень большое количество стран, народов поддерживает, и они на нашей стороне. Но в то же время у нас появились в списке, которые раньше были друзья, сейчас уже не друзья, и против нас поставляют и стараются поднимать весь мир. И поэтому нам как никогда нужно единение. Мы должны стать одним мощным кулаком, кулак для того, чтобы и друзья, которые с нами всегда верили в Россию, были всегда нами, но и те, кто против нас может идти, должны понимать, что сегодня все 147 миллионов жителей России, 190 народов объединились вокруг национального лидера, и одно целое это. И когда целое, это бесполезно что-то делать. И полное понимание поддержки есть, и мы, как одни из 147 миллионов человек, как гражданин России, как житель Татарстана, тоже с удовольствием пришел, отдал свой голос за будущее, за сильного лидера, за сильную Россию и, само собой, за нашу победу. Я уже спрошу насчет, вы от Калининграда до Камчатки все-таки общались вот последние очень активно с татарами. Татары все-таки в целом поддерживают полностью, я однозначно могу сказать, что полностью поддерживают курс, который сегодня установлен нашим национальным лидером. И могу даже озвучить те цифры, которые были, например, в Пензе. Мы встретились в зале, 1400 человек было. Значит, в Екатеринбурге 1200 человек, в Ульяновске 1200 человек. В Кемерово 900 человек, в Волгограде 800 человек. И вот ниже спускаясь, мы меньше 150-200 лидеров, активистов не собирали. И вот открыто обсуждая эти темы, всегда были за. Но и самое главное, мы помимо всех обсуждений еще пели те песни, которые нас объединяют. И вот с точки зрения единения нашей победы, и вот когда мы говорим за счет нашего лидера, это стало таким хитом песня «Катюша». Когда, представляете, зал 1400 человек встают и поют «Катюшу». Это вот как раз взаимопроникновенно, это единое голосование, это единый смысл жизни. Это однозначно могу сказать. Заводила, песню заводила,